В заречных наслегах Хангаласского улуса представители районной администрации совместно с сотрудниками районного отделения полиции провели рабочую поездку по контролю за уничтожением дикорастущей конопли. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. На территории Хангаласского улуса подобные рейды проводятся не в первый раз и носят ежегодный статус. Дикорастущая конопля произрастает преимущественно в заречных наслегах, около старых коровников, кладбищ и на окраинах населенных пунктов. Именно эти территории обследовала выездная комиссия под предводительством заместителя главы улуса по социальным вопросам Ирины Соколович. Вообще это плановая целенаправленная работа. Ежегодно мы это проводим. В начале лета мы проводим совещание с главами наслегов, где произрастает эта конопля. Да? Разрабатывается план уничтожения конопли. И в августе мы делаем контрольную проезд по этим селам и смотрим, где как проводилась эта работа. По словам заместителя главы первого жемконского наслега Тамары Яндреевой, раньше для уничтожения дикорастущей конопли привлекались безработные граждане, которых направляли из Центра занятости населения улуса. Нынче к этому вопросу в районной администрации относятся более серьезно. Ежегодно выделяют средства на проведение мероприятий по уничтожению наркотикосодержащих растений. Нынче нам выделили трактор «Синтай» с косилкой и выдали горючее для борьбы с коноплей. И ребята из МУП «Победа», они скосили участок, где росла конопля, и в итоге почти нету. Тем временем хочется напомнить, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли. Виолетта Засимова, Иван Юкуров, Александр Юрков, НВК «Саха», Хангаласский улус.